Далее на телеканале «Якутия-24» мы вместе с коллегами расскажем о новостях экономики, спорта, чрезвычайных происшествиях и других событиях. И начнем с актуального курса валют. Доллар сейчас остановился на отметке 66 рублей 32 копейки. Евро стоит 73 рубля 41 копейку. Самую выгодную покупку американской валюты в Якутске сегодня предлагает Россельхозбанк за 66 рублей 15 копеек. А продает СКБ банк за 66 рублей 49 копеек. Что касается обмена евро, выгоднее всего покупает Восточный банк за 73 рубля 45 копеек, а продает Россельхозбанк за 73 рубля 80 копеек. Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсии россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению. Глава государства изменил формулировку пенсионной поправки и предложил закрепить в Конституции, что индексация пенсии в России осуществляется не реже одного раза в год. Кроме того, Владимир Путин предлагает закрепить в основном законе, что в России гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных соцвыплат. В соответствии с федеральным законом следует из обновленного текста документа. Правительство России согласовало решение выделить на несубсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток недостающие 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Часть средств будет выделена из резервного фонда России. Более подробная информация у моей коллеги Нюргуяны Ивановой. Нюргуяна, приветствую. Сколько всего средств требуют перевозки? Сергей, тебя приветствую. На эти цели ежегодно требуется не менее 8 миллиардов рублей. При этом на этот год в федеральном бюджете заложено около 5 миллиардов рублей. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Согласно изменениям, программа продлевается до конца 2026 года. Выплаты будут ежегодно индексировать. Деньги будут получать семьи, в которых с 1 января текущего года родится или будет усыновлен первый ребенок. Таким семьям положено по 466 617 рублей. За второго и каждого следующего ребенка будет выплачиваться по 616 617 рублей. Кроме того, время оформления материнского капитала сократится до 5 дней. Выплаты можно будет получить в течение месяца. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Нижней палате парламента принять во втором чтении поправки в налоговый кодекс. Они предусматривают льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Напомним, поправки предусматривают оптимизацию обложения налогом на добычу полезных ископаемых для организаций, добывающих углеводородное сырье на новых морских месторождениях, а также нулевую ставку НДПИ при добыче газового конденсата, добываемого и используемого исключительно для производства сжиженного природного газа или для производства нефтехимической продукции. Кроме того, законопроектом предусматривается распространение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и льготной налоговой ставки по НДПИ на участки недр, расположенных полностью или частично на границах Красноярского края, Республики Саха-Якутия, Чукотского автономного округа. Якутия завершила работу с аналитическим кредитным рейтинговым агентством. Агентство отозвало кредитные рейтинги и облигации госзайма Якутии в связи с истечением срока действия госконтракта. В настоящее время Якутия имеет достаточный для осуществления заимствований кредитный рейтинг по национальной шкале рейтингового агентства «Эксперт.РА» на высоком уровне кредитоспособности со стабильным прогнозом. Отметим, что в декабре прошлого года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг республики на долгосрочном уровне со стабильным прогнозом, необходимый для инвестиционной привлекательности региона, привлечения кредитов и займов для реализации республиканских инвестпроектов. Росавтодор взял под контроль строительство и реконструкцию 4 мостов на трассе Вилюй в Якутии. Все объекты должны быть введены в эксплуатацию уже в этом году. Речь идет о реконструкции 2 мостов на реках Сасар-Юрях, Хулахан-Мугур и строительстве новых объектов через реки Тюкян и Малую Батоблую. В настоящее время на мостовом переходе через реку Тюкян на 84% завершены земляные работы. На 50% выполнено строительство устоев будущего моста
моста и на 41% устройство промежуточных опор. Что касается моста через реку Малую Батобую, то на этом объекте техническая готовность составляет 50%. Продолжается сборка и надвижка пролетного строения. А что касается строительства нового моста через реку Вилюй около Верхневилюйска, то строительно-монтажные работы начнутся во второй половине 2021 года. Его длина составит 1 километр 700 метров с автоподходами протяженностью 20 километров. Отмечается, что этот объект, как и введенный в прошлом году Мархинский мост, является важным звеном в обеспечении беспрепятственного круглогодичного проезда на участке от Якутска до Мирного. В Ленске 51 семья получила ключи от новых квартир в рамках федеральной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года. На бюджетные средства были заключены 6 контрактов на приобретение 77 квартир для переселенцев. Отметим, что на сегодняшний день практически весь деревянный жилой фонд в Ленске является аварийным. Всего в городе 220 аварийных домов или 123 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Дистанционный хакатон республиканского конкурса «Моя профессия IT» стартовал в Жиганске. В отборочном этапе участвует 15 школьников Жиганского района, а команда-победитель представит свой район в финале конкурса, который пройдет в апреле в Якутске. Во время хакатона школьники будут создавать прототипы приложений или сайтов по 3 направлениям – эко-кейс, комфортная среда, образование. Всего в рамках конкурса «Моя профессия IT» планируется провести 17 очных и 7 дистанционных хакатонов. Дистанционные хакатоны также пройдут в Анабарском, Аймеконском, а также Верхнеколымском, Среднеколымском, Алекминском и Ленском районах. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, у меня на этом все. Передаю тебе слово. Нургуяна, спасибо. Я напомню, это была Нургуяна Иванова с новостями экономики. А мы продолжаем нашу программу. Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Количество подтвержденных случаев заражения в Канаде увеличилось до 27, сообщается на сайте Минздрава. Наибольшее число зараженных в канадской провинции Онтарио – 18 человек. Еще 8 случаев были диагностированы в Британской Колумбии. Между тем, число заболевших в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, а по всему миру 90 тысяч. Скончались около 3000 человек. Случаи заражения коронавирусом вне Китая зафиксировали в 64 странах. Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран. В социальных сетях сейчас распространяется видео, где якобы в доме престарелых города Якутска пожилые люди содержатся в ужасающих условиях. На видео говорится, что они не доедают, а персонал их вовсе морит голодом. Так ли это на самом деле? Разбираться в ситуации поехал наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дмитрий, здравствуй. Расскажи, что там происходит в действительности. Здравствуй, Сергей. Сейчас мы находимся в доме престарелых, который расположен по адресу Бекетова, 6. Именно кадры, которые вы сейчас только что увидели перед своими экранами, были отсняты в этом учреждении. Как нам сообщили, инцидент, который произошел в далеком 2016 году, имело место быть. А с чего все это начиналось? Мы встретились с той женщиной, которая непосредственно рассказала всю проблему и открыла глаза контролирующим и надзорным органам. Давайте послушаем, что она нам сообщила. Когда поступила, долгое время не ходила на завтрак. А потом вспомнила, что я детдомовская, Меконская. Давай-ка я пойду манной кашки утром покушаю. Ну, прихожу, беру тарелочку, значит, посмотрела, какой-то вид не очень приглядный, серого цвета. Попробовала, ни соли, ни сахара, ни молока, ничего там нет. Намоченный манка. Я с этой тарелкой и иду, у них идет 5-минутка, подхожу. Врачи были там, и еще кто-то присутствовал. А я просто нервничала. И говорю, а вы что, не проверяете, когда людей кормите? Вот это что? Это как называется? Она говорит, ну у тебя соли нету. Ну вот соль же стоит, возьми да посоли. И вот на этом-то меня в детдомовскую-то и взорвало. Ага. Я тут же села, написала, отнесла коммунистам в редакцию к Махначевской. Они напечатали. Вот отсюда и пошло все, в общем-то. Стали приезжать, приходить, столько народу, на мне такая нагрузка была, потому что я не привыкшая
Ага. Нервничала, заикалась и всяко было. После того момента все-таки ситуация изменилась. Да, да, дело было. Все это изменилось, да. Сегодня в Действительно. каких условиях вы содержитесь здесь? В замечательных условиях мы содержимся, питаемся, друг друга уважаем, за столом сидим, выбираем, что хотим. Да. 5 раз кормят, 6-й раз еще молочко, чтобы глазки мы закрыли. Три. Ну, и сейчас мы находимся именно в столовой, где созданы практически все условия. Если в 2016 году здесь каждый боролся за кусок хлеба, то сейчас практически созданы все условия. Как вы видите, здесь буквально через час начнется обед. Здесь, как нам сообщили, 5-разовое питание. Ну а чем сейчас кормят постояльцев этого учреждения, нам расскажет медсестра. Добрый день. Добрый день. На сегодняшний день у нас самая основная цель – это сбалансированное питание. На сегодняшний день у нас 6-разовое питание. Каждому больному, как каждому проживающему, у нас индивидуальный подход. Молочные продукты у нас ежедневно. Молочные продукты в состав меню входят. Фрукты также ежедневно у нас в состав меню входят. Что самое основное, это, естественно, у нас идет подсчет килокалорий, белков, жиров, углеводов. Это и происходит тоже ежедневно. На сегодняшний день проживающие довольны питанием. Замечаний по питанию у нас нет. Питание у нас хорошее. Работают у нас повара квалифицированные. У каждого 5-6 разряд имеется учебный разряд поварской. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день у нас, если поставить оценку, то мы работаем на 5. Стараемся. Спасибо. Но я хочу вам также сообщить, что на сегодня здесь в учреждении созданы практически все условия. Здесь помимо столовой есть тренажерный зал, массажные кабинеты, кабинеты ЛФК. Также мы сейчас двигаемся в сторону актового зала. Здесь хотим сказать, что вот сейчас смотрят наш телеканал Якутия-24. Здесь есть киноконцертный, здесь проходят основные массовые мероприятия культурные. Далее, если двигаться по направлению, то здесь мы видим студию творчества. Здесь в свое свободное время постояльцы этого учреждения занимаются творчеством, а далее читательский зал, где собрана вся русская классика, а также зарубежная литература. На сегодня здесь в учреждении проживает более 150 человек, из них 113 человек это инвалиды, 56 человек это маломобильные люди, для которых тоже созданы определенные условия. Но рядом со мной сейчас здесь находится руководитель этого учреждения. Это новый директор, который сменил старого в 2016 году. И какие изменения произошли за эти 4 года, нам он расскажет подробнее. Так, добрый день. Так, меня зовут Ильин Владимир Николаевич. Я занимаю данную должность с марта 2017 года. Так, сегодня у нас указом главы республики наше учреждение объединено. Якутский дом-интернат был реорганизован и присоединен к нашему дому-интернату. Теперь у нас 350 постояльцев на 2 корпусах. Это первый корпус находится по улице Якутская, 8, второй корпус на улице Бекетова, 6. Ну, в данном интернате, вот как сказали, проживает 150 человек. Так, вот какие изменения произошли, да? Это время вот мы ввели вот такую должность, вот дежурный по режиму, который обеспечивает полную безопасность в наших интернатах. Мы наладили работу кадрами. Так, сейчас у нас работает 8 высококвалифицированных врачей, и которые, поскольку мы медико-социальное учреждение, мы предоставляем качественные все услуги. У нас улучшилось питание. Мы в основном работаем местными поставщиками, и у нас на рационе вся местная продукция. Ладно. Спасибо. Ну, в конце хочется отметить, что видео, которое распространяется здесь в социальных сетях, верить не стоит. Действительно, здесь созданы безупречные условия для проживания и содержания людей, которые находятся сегодня здесь, в этом учреждении. На этом у меня все. Дима, спасибо. Действительно исчерпывающая информация. Люди живут достойно. Я напомню, это был Дмитрий Тымыров. Он в прямом эфире рассказал о том, как живут в доме престарелых города Якутска.
Продолжаем наш выпуск. Управление Роспотребнадзора по Якутии подало иск о возмещении вреда людям, пострадавшим во время застолий в банкетных залах Якутска. Об этом сообщили нашему телеканалу представители ведомства. Напомню, что в конце августа жители Якутска, а также Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Усялданского и Намского районов стали обращаться в медучреждения с признаками пищевого отравления. Свои жалобы они связывали с употреблением пищи в банкетных залах «София» и «Белые ночи», где пострадавшие были гостями на свадьбах. Хотим напомнить, что под новым требованиям Гражданского процессуального кодекса пострадавшие иные, которые не включены в исковое заявление Управления Роспотребнадзора, вправе присоединиться к иску с требованием о компенсации морального вреда и материального вреда. Для этого им необходимо обратиться в адрес Управления Роспотребнадзора либо в Якутский городской суд с заявлением, а также приложив все необходимые документы. А ранее судимый 31-летний мужчина подозревается в мошенничестве в отношении банка. Безработный уроженец Вилюйского района, ранее судимый за наркопреступление, приобрел в кредит в одном из салонов сотовой связи мобильный телефон. Продолжит тему мой коллега Юрий Осипов. Юра, приветствую. В чем же заключалось мошенничество? Здравствуй, Сергей. Да, мошенник заполнил банковскую форму на получение кредита в размере около 60 тысяч рублей. В анкете он указал конкретное место работы, хотя фактически он нигде не работал. За совершенное преступление ему грозит около 2 лет лишения свободы. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Следователи в Якутии возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Подозреваемый, ранее судимый, 34-летний житель Сунтарского района. Предварительным следствием установлено, что обвиняемый, имеющий влияние в уголовно-преступной среде во время отбывания наказания в колонии, расположенной на территории Челябинской области, с сентября 2008 по июнь 2015 года, за совершение особо тяжкого преступления получил поддержку так называемых воров в законе. Следствие установило, что, пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии и безоговорочным авторитетом, он придерживается, распространяет и сохраняет воровские законы и традиции, наблюдает за их соблюдением другими, подчиняет своей воле, дает указания и распоряжения лицам, имеющим более низкие криминальные статусы. На данный момент мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. 28-летний житель города Удачного хотел оформить кредит, но лишился более 35 тысяч рублей. Молодому человеку позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он предложил оформить кредит на сумму в 350 тысяч рублей с низкой процентной ставкой. Не желая упускать выгодное предложение, мужчина сразу согласился. Тогда лжебанкир сообщил, что для этого необходимо оплатить страховку в сумме 3,5 тысяч рублей, а также перевести на указанный им счет более 30 тысяч рублей, якобы в целях подтверждения платежеспособности. Поверив мошеннику, потерпевший отправился к ближайшему банкомату и перевел всю запрошенную сумму. Когда ему вновь позвонили и попросили перевести еще более 20 тысяч рублей, якобы за доставку банковских документов, мужчина понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию. Хотел подзаработать на цветах и стал жертвой мошенников. У индивидуального предпринимателя из Якутска лжепредставитель компании по продаже цветов обманом похитил почти 700 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что к предстоящему Международному женскому дню он решил приобрести 20 тысяч тюльпанов из Москвы для продажи в столице республики. Он зашел в 2GIS, крупную компанию по оптовой продаже цветов, и оставил на сайте заявку. В ходе переписки предприниматель согласовал все условия и заключил договор. Затем он отправил оговоренную сумму на указанный счет лжепоставщика. После подтверждения поступления средств потерпевший обнаружил, что телефоны компании отключены и сайт удален, рассказали в полиции. Стражи порядка призывают быть особенно внимательными при заключении дистанционных сделок с сомнительными поставщиками. Перейдем к происшествиям в других регионах. В поисках счастья новокузнецкие спасатели достали из мусоропровода мужчину, искавшего закладку. Беднягу обнаружил местный житель, который, невзирая на плохую примету выносить мусор вечером, отправился с ведром на лестничную площадку. Из мусоропровода он услышал человеческий голос. Спустившись на нижние этажи поближе к источнику шума, он заглянул в трубу мусоропровода и увидел человека. Между мужчинами произошел занимательный диалог, из которого стало понятно, что за закладкой обитатель мусоропровода приходил не один, а с другом, который кинул его впоследствии. Провалившийся в мусоропровод парень настоятельно просил обнаружившего его мужчину вызвать аварийку и скорую. Мусоропровод оказался не самым безопасным местом, и за время пребывания там мужчине успело пробить голову и спину прилетевшими сверху бутылками. Костян! Ты что там делаешь, мужик? Вот не могу выбраться. А как ты попал туда? Ну вот это, вызовите аварийку. А как ты попал туда?
А руку дайте тогда вот так вот. Я тебя не вижу, какая рука. Ну, крюк какой-нибудь. Как ты упал туда? Ну, вот так вот как. Дай крюк, пожалуйста. Сейчас я позвоню. Позвони. Тебя пробило там, нет? Да. Сейчас я позвоню, жди. Это, скорую пускай тоже вызывают. Ты за закладкой лазил? Че лазил? За закладкой? Ну, Да? да. Закладка упала? Где друг твой? Ушел. Блядь, кинул тебя. Да. Ты там стоишь или держишься? Держусь. Понятно. В течение получаса на место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части номер 5 города Новокузнецка, которые вызвали мужчину. До машины скорой помощи пострадавшего на своей спине доставил один из пожарных. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, ну а к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Юра, спасибо. Я напомню, это был Юрий Осипов, а мы идем далее. Парламентарии рассмотрели вопрос об источниках финансирования маршрута Якутск-Жатай-Якутск автобусами 107, 109 и 111. В совещании приняли участие представители городской думы, Жатая, пассажирская автотранспортная компания города Якутска и профильные министерства. Расходы перевозок по этому маршруту превышают доходы, ЯПАК терпит убытки. По мнению городских властей, выпадающие доходы должны компенсироваться из республиканского бюджета. Речь идет примерно о 57 миллионах рублей. На данный момент финансирование идет за счет бюджета города Якутска. Животрепещущий вопрос поднимали не раз. Конкретные выходы пока не найдены, но предложены варианты решения проблемы. Минтранс предлагает решение в трех вариантах. Первый вариант – это оставить все как есть. Второй вариант – это уйти на регулируемые тарифы, либо не регулируемые тарифы, но с предоставлением субсидий с субъектового бюджета, то есть бюджета Республики Саха-Якутия. И третий вариант – сделать так, чтобы межмуниципальное сотрудничество было. Минфин говорит о том, что в данный момент денег нет на сегодняшний день и предлагает объединить межмуниципальное сотрудничество с предоставлением, с изысканием денег внутри бюджетов городских округов. Городской округ Жатай нуждается в межмуниципальных перевозках. На территории населенного пункта находится Дальневосточный окружной медицинский центр, куда ездят ежедневно диализники со всей республики, а также судоверфь, нефтебаза и техникум. Тем временем 19 единиц техники было закуплено природным парком «Ленские столбы» в рамках национального проекта «Экология». Субсидия на приобретение техники составила порядка 44 миллионов рублей. На прямой связи с нами с торжественного вручения ключей от спецтехники находится Саргалана Неустроева. Саргы, приветствую. Ждем от тебя подробностей мероприятия. Здравствуйте, Сергей. Сейчас я нахожусь в Покровске. Здесь уже прошло вручение ключей, торжественное вручение ключей от спецтехники. Подробнее об этом я расскажу в сегодняшнем сюжете. Ну а сейчас как раз позади меня стоит одна из закупленных машин. Это вездеход Трекал. Вот эти огромные шины буквально могут пересечь любое пространство, и земное, и водное. На покупку одной такой машины было потрачено 5,5 миллионов рублей. Ранее у парка «Ленские столбы» такой техники не было. Но подробности о том, как происходила закупка и насколько она облегчит теперь работу сотрудникам парка, нам расскажет его директор. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в прошлом году в рамках соглашения с Министерством природных ресурсов нам была выделена субсидия в размере 44 миллионов 466 тысяч рублей. На эту субсидию мы провели 12 аукционов и закупили снегоходную технику в количестве 8 единиц, да, в том числе 3 снегохода «Викинг» Ямаха, 5 снегоходов «Буран» и «Лидера». Они конкретно пойдут для оказания деятельности для участковых государственных инспекторов. Также были проведены аукционы по закупке автомашин УАЗ, автомашин «Газель» для отдела туризма. Ну и вот вы уже упомянули о том, что вот такая техника, как Трекал, тоже была закуплена, стоимость ее внушительная. Я думаю, с такой техникой сейчас наш оперативный отдел, который был создан
прошлом году в рамках создания нашего парка, он, конечно же, даст возможность более эффективно выполнять те обязательства, поставленные перед нами задачи для сохранения нашего уникального природного комплекса. Это еще не вся техника, она основная часть еще будет. Также мы в рамках этих средств мы закупили модульные кордоны, мы будем дополнительно их установим в количестве 8 единиц. Должны подойти еще лодочные моторы и моторные лодки в количестве там 5, по-моему, лодочных моторов на винтах и порядка 2 единиц. Это будет водометная техника с лодочными моторами. Ну и в рамках противопожарных мероприятий для предупреждения и пожароопасный период мы этому тоже уделили очень большое внимание. И в первую очередь мы закупили бульдозерную технику, порядка 9 миллионов. Он уже, надеюсь, в пути. В конце марта по госконтракту мы должны его получить. Также на противопожарные мероприятия мы закупили, начиная от лопат, заканчивая РЛО, все, что необходимо для выполнения мероприятий по тушению пожаров, предупреждению, для быстрого реагирования средства. Ну и для всех инспекторов, конечно, мы закупили, приобрели также цифровую технику. Это видеокамеры персональные, GPS-навигаторы, ну и квадрокоптеры. Спасибо. Ну а на этом у меня все, Сергей. Саргы, спасибо. Впечатляющий вездеход. Я напомню, Сарглана Неустроева в прямом эфире рассказала о новой технике для природного парка «Ленские столбы». А мы переходим к мировым новостям. Территория заражения коронавирусом в мире заметно расширилась. Первые случаи выявили в Мексике, Доминикане, Индонезии и Чехии. В Таиланде и Австралии первые жертвы инфекции. В США скончался второй пациент. Правительства Великобритании и Франции сообщили о скачке заболеваемости в своих странах, рассказывает Анастасия Дмитриева. Коронавирус за выходные заметно расширил географию. О первых случаях заражения в понедельник сообщил президент Индонезии Джоко Видодо. Правительство активизировало силы по выявлению инфицированных после того, как некоторые медики раскритиковали за беспечность власти четвертой по популярности у туристов страны мира. Инфекция уже и на Карибах. В Доминиканской республике 62-летний турист из Италии помещен в изолятор в военном госпитале. Еще один пациент, 56-летний мужчина из Франции, под наблюдением. В Мексике первый диагноз поставили женщине, которая проходила обучение в Италии. Американская авиакомпания Delta Airlines в воскресенье заявила, что приостанавливает до мая рейсы в Милан. Полеты в Рим продолжатся. Об аналогичном решении днем ранее объявил перевозчик American Airlines. В США 70 инфицированных. В штате Вашингтон врачи сообщили о втором скончавшемся в стране от коронавируса. Поступили данные о первых жертвах в Таиланде и Австралии. В городе Перт умер пожилой мужчина, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess. Великобритания объявила о скачке заболеваемости. При 12 новых случаях общее число заболевших достигло 35 человек. Премьер-министр Борис Джонсон ожидает, что инфицированных может быть больше, но верит, что правительство разработало хороший план по борьбе с распространением. Во Франции 130 подтвержденных случаев, сказал в воскресенье глава службы здравоохранения Жером Соломон. Днем ранее этот показатель был почти на четверть меньше. В целях профилактики закрылся Лувр. Правительство временно запретило публичное собрание с участием более 5000 человек. Не обошел вирус и Чехию. Как сообщили в Минздраве, 3 граждан страны недавно вернулись из Италии. На Апеннинах число жертв эпидемии возросло до 34. Диагнозы подтверждены у 1100 человек. Появились сообщения о недомогании папы римского Франциска, который из-за простуды впервые с момента избрания в 2013 году пропустит некоторые традиционные церковные мероприятия. Крупные вспышки опасной болезни произошли также в Южной Корее, где заразились более 4000 человек, и в Иране. Там больны чуть менее 1000 человек. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом болеют 87 тысяч жителей планеты. Большинство из них в Китае. За его пределами болезнь распространилась на 53 страны. Жертвами стали 3000 человек.
А накануне супервторника в США, когда предварительные выборы пройдут сразу в 14 штатах, о выходе из борьбы за пост президента объявил один из фаворитов гонки, рассказывает Артем Сторонов. Пит Бутиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана и первый открытый гей среди кандидатов на пост президента США, в воскресенье вышел из предвыборной гонки. 3 февраля 38-летний Бутиджич выиграл кокусы Демократической партии в Айове. Но затем он постепенно терял позиции, пройдя вторым в Нью-Гемпшире, третьим в Неваде и четвертым в Южной Каролине. На данном этапе гонки лучший способ сохранить веру в наши цели и идеалы – это отойти в сторону и помочь объединить нашу партию и страну, заявил Бутиджич. После его ухода за пост президента США будут бороться 6 демократов. Фаворитом уже стал 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. И 3 марта, по итогам супервторника, когда предварительные выборы пройдут сразу в 14 штатах, он может значительно укрепить свои лидерские позиции. В Риаде открыта выставка Бэнкси под названием «Без ограничений». Сам факт, что экспозиция работ одного из наиболее эпатажных художников современности устроена в таком консервативном государстве, как Саудовская Аравия, это уже прорыв, считают посетители и искусствоведы. Подробности далее. Бэнкси покоряет Ближний Восток. 70 произведений британского граффити-художника экспонируются в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Выставка проходит в финансовом центре короля Абдаллы. Помимо картин здесь представлены фотографии с фресками и 10-минутный документальный фильм об авторе. Бэнкси – псевдоним мастера стрит-арта, впервые появившегося в Бристоле в составе подпольной группы уличных художников. Он скрывает свою личность и имя, при этом его работы высоко ценятся коллекционерами. Автор утверждает, что его наследие никогда не станет коммерческим. И все же панно Бэнкси продаются за несколько сотен тысяч долларов на аукционах. Иллюстрации современного общества, политические заявления, иронические карикатуры – так можно охарактеризовать его творчество, считает директор выставки Мохаммед Аль-Махайдеб. Бэнкси возвел граффити в ранг искусства. Каждый раз, когда он создает шедевр на улицах Великобритании, США или где-то еще в мире, его детище всегда имеет глубокий смысл. Как местные, так и иностранные посетители в самом факте организации выставки, которая продлится до 21 апреля, видят знак того, что королевство становится все более открытым для новых веяний, в том числе для таких авангардных видов творчества, как произведения Бэнкси. Появление работ Бэнкси в Эр-Рияде отражает нынешнее отношение Саудовской Аравии к искусству как к форме проявления свободы и мнения. В последние годы в крупнейшем государстве на Аравийском полуострове произошли большие социальные перемены. В том числе власти сняли запрет для женщин садиться за руль, начали проводить общественные развлечения для представителей обоих полов, ресторанам разрешили впускать мужчин и женщин через общий вход. Возвращаемся в наш регион. «Берегите ушки». Акция под таким названием проходит в столице республики. Она посвящена Всемирному дню охраны здоровья уха и слуха. Специалисты сурдологического центра проводят бесплатную консультацию для населения. На месте находится Саргалана Федорова. Саргалана, приветствую. На какие вопросы вам нужно получить ответы от специалистов? Приветствую, Сергей. Сегодняшний день – это прекрасная возможность обратить внимание на свое здоровье, а также помочь тем, кто уже борется с заболеваниями уха. По статистическим данным, в мире порядка 300 миллионов человек имеют проблемы со слухом. И чтобы повысить осведомленность населения об охране слуха, проводят вот такую акцию. Здесь, в общественном центре на Курашова, 24, специалисты-сурдологи отвечают на все вопросы, которые связаны с проблемами улавливания звука. Также они проводят экспресс-проверку слуха с помощью специального прибора и при необходимости дают направление на дальнейшее обследование. Осмотр уже прошли более 10 человек. В основном это пожилые люди, но также были и молодые. Подошла семья с 4-месячным ребенком. Малыш не прошел скрининг в роддоме, и сейчас родители не могут поставить его на учет. Об этой проблеме нам рассказал отец семейства Иван Макаров.
К акцию мы подошли, потому что у нашего сына врожденно со слухом что-то не в порядке с правым ухом. И мы узнали об этой акции и решили подойти и побеседовать с врачами. Сейчас пока нам диагноз не могут поставить, все ждут, но, как нам сказали, до года надо это все дело выяснить, и вот мы ходим. Основные факторы, которые приводят к снижению слуха, это генетические нарушения, менингит, хроническая инфекция уха, также воздействие некоторых препаратов и вредные факторы окружающей среды. В первую очередь это шум. И оказывается, половину случаев глухоты можно предотвратить. И какие же существуют методы профилактики, мы узнаем у заведующей сурдологическим центром республики Надежды Ильиной. Да, люди зачастую пренебрегают профилактикой тугоухости, из-за чего потом борются с последствиями. Намного лучше решить проблему у основания, чем потом с ней мучиться. Да? Из-за этого, с этой точки зрения я рекомендую исключить длительного воздействия шума, вибрации. Если люди работают в шумных обстановках, в шумной работе, то есть специальные средства защиты. Их надо носить и не злоупотреблять прослушиванием громких звуков в наушниках. И рекомендуется ношение наушников до 1,5 часа. И есть еще внутриканальные наушники сейчас появились, которые в ухо вставляются, прямо как внутриканальные слуховые аппараты. Их нужно носить от силы до 40 минут, можно сказать. Поэтому и слишком громко не надо включать громкие музыки, например, рок и так далее. И своевременно лечите заболевания уха, горла, носа. Специалистам надо обращаться вовремя, чтобы осложнений никаких не случилось. Нос постоянно должен дышать свободно, отеков не должно быть. Поэтому, если насморк не проходит 1-2 дня, сразу нужно обратиться к специалисту, то есть лор-врачу. И соблюдать, конечно, надо личную гигиену. То есть чистку ушей нужно проводить регулярно, но нужно знать основные правила. То есть ватной палочкой глубоко не надо чистить ухо ватной палочкой, просто нужно как туалет ухо делать. Когда глубоко толкаете ватную палочку, то получается серу, наоборот, толкаете глубоко наружному слуховому проходу. И тогда получается, наоборот, утрамбовывание, и за счет этого очень быстро образовываются серные пробки. И да, если серную пробку подозреваете, надо лучше обратиться к специалисту, опять же, то есть к лор-врачу, и надо специальным шприцом промывать серные пробки. И защищайте, конечно, ухо от попадания воды, инородных тел в ушах, особенно детей это касается. И регулярно посещайте оториноларинголога, чтобы профилактику слуха своевременно делать. Спасибо. А врачи еще раз напоминают, что при первых симптомах заболевания уха следует сразу же обращаться к специалистам и ни в коем случае не заниматься самолечением. А Всемирный день охраны здоровья слуха отмечают ежегодно 3 марта. Эта акция еще продолжится. В ее рамках пройдут в школах классные часы для детей и подростков. У меня все. Сергей. Сарга, спасибо. Мы услышали очень полезную информацию. А я напомню, об акции «Берегите ушки» в прямом эфире рассказала наш корреспондент Саргалана Федорова из сурдологического центра. Далее о спорте. В Бурятии отменили юбилейный турнир по борьбе. Причина – угроза коронавируса. Международный турнир по вольной борьбе «Байкал Оупен» отменен в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщил на своей странице в Инстаграм министр спорта Республики Бурятия. Традиционный турнир вольников должен был состояться на этой неделе с 5 по 7 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Соревнования, по прогнозам организаторов, должны были собрать сильнейших борцов России и зарубежья.
Казань, которая в 2023 году примет матч за Суперкубок УЕФА, на один день станет футбольной столицей Европы. Такое мнение высказал генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов. Подробности расскажет Полина Долинская в рубрике «Новости спорта». Полина, приветствую. Ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Сергей. В понедельник на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций было объявлено о том, что Казань примет матч за Суперкубок в 2023 году. Матч за этот трофей впервые пройдет на территории России. Матч за Суперкубок УЕФА пройдет на стадионе Акбарск-Банк-Арены, вместимость которого составляет более 45 тысяч человек. Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Российские спортсмены стали обладателями 6 золотых медалей чемпионата Европы по фехтованию среди юниоров. Турнир прошел в хорватском Перече. Обладателями золотых медалей стали Егор Ломага, победивший в турнире шпажистов, Кирилл Бородачев, мужская и женская сборная России в командных турнирах по шпаге и по рапире. Также в активе россиян по 3 серебряные и бронзовые награды. Серебряные медали завоевали саблистка Дарья Дрозд, Антон Бородачев и женская сборная России, ставшая второй в турнире по сабле. Бронзовые награды на счету Дмитрия Швелидзе, Кирилла Тюлюкова и мужской сборной России в командном турнире по сабле. В общем зачете сборная России заняла 1-е место. 2-й стала команда Венгрии, 3-й – команда Италии. Российская шахматистка Александра Горячкина, уступившая ранее в матче за мировую шахматную корону китаянки, сыграла в ничью с соотечественницей Алиной Кашлинской в первом туре 3-го этапа Гран-при Международной шахматной федерации в швейцарской Лозанне. Партии 2-го раунда пройдут 3 марта во вторник. Этап Гран-при в Лозанне завершится 14 марта. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток. Каждая выступит на 3 этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут 2 участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при. Московская «Динамо» дома обыграла столичный «Спартак» в стартовом матче 1-го раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5-1. Шайбы у победителей забросили Дмитрий Яшкин, Андрей Петерсон, Михаил Чайковский и Владимир Брюквин. В составе проигравших отличился Анатолий Никонцев. «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ в 3-й раз подряд и 6-й раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше 1-го раунда Кубка Гагарина. В прошлом году «Спартак» в серии до 4 побед уступил петербургскому СКА со счетом 2-4. «Динамо» в прошлом сезоне дошло до 2-го раунда, где уступила московскому ЦСКА. Следующий матч пройдет 4 марта на ВТБ-арене. И в тот же день ЦСКА победил на своей площадке Нижегородская «Торпедо». В стартовом матче 1-го раунда плей-офф континенталки встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3-0. Шайбами отметились Антон Слепышев, Марио Кемпи и Линден Вей. Нападающий нижегородцев Тайрети на 40-й минуте получил дисциплинарный штраф до конца игры. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне клуб 2-й раз кряду стал обладателем Кубка континента за победу в регулярном чемпионате. Всего в активе армейцев 5 подобных трофеев, что является рекордным показателем. ЦСКА в 11 раз из 12 сезонов КХЛ принимает участие в матче на вылет. Помимо 1 победы в Кубке Гагарина, клуб дважды играл в финале турнира. А вот лучшим результатом «Торпедо» является четвертьфинал сезонов 2011-2012 и 2015-2016 годов. Всего команда в 9 раз принимала участие в плей-офф. 2-я встреча команд пройдет 4 марта в Москве. Более 130 спортсменов из 30 стран мира в минувшие выходные пробежали Байкальский ледовый марафон. Для этого они пересекли глубочайшее пресноводное озеро планеты с востока на запад. Подробности в репортаже Артема Сторонова. Несмотря на сильную метель, практически нулевую видимость и мороз в минус 12 градусов Цельсия, свыше 130 спортсменов собрались в воскресенье в Иркутской области, чтобы испытать свои силы в одной из самых тяжелых гонок в России и в мире – Байкальском ледовом марафоне. Забег стартовал на восточном берегу самого глубокого пресноводного озера планеты в поселке Танхой и закончился на противоположном берегу в Листвянке. Длина маршрута стандартная, чуть более 42 километров. Но те, кто не уверен в своих силах, могли пробежать половину дистанции. Несмотря на все коронавирусы, все до нас доехали. Да. Ну, 31 страна. Может быть, больше могло быть, но уже 2 года мы не увеличиваем количество бегунов. Преодоление тяжелых погодных условий и победа над самим собой – не единственные цели, которые преследовали участники и организаторы.
Байкальский ледовый марафон по традиции проходит под девизом «За сохранение чистых вод». Вырученные средства идут на благотворительность. Интересно посмотреть природу, поддержать природу, ну и пробежать в условиях, которые, скажем так, отличаются от обычных марафонов, полумарафонов. Ну, ощущение, конечно, последние 3 километра, наверное, дались очень сложно. Хотелось встать, но я понимал, что я первый бегу. Байкальский ледовый марафон в этом году проходил в 16-й раз. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Сергей, передаю тебе слово. Полина, спасибо. Я напомню, это была Полина Долинская с новостями спорта. И в завершение коротко о среднесуточной погоде в крупных городах Якутии. В Алдане переменная облачность, минус 17 градусов, небольшой ветер 1 метр в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. А вот в Ленске солнечно. Температура воздуха в среднем минус 12 градусов. Ветер 2 метра в секунду. Минус 16 в столице Алмазного края, тоже солнечно, ветер юго-западный 2 метра в секунду. А в Нерюнгри холоднее на 2 градуса, минус 18 по Цельсию, переменная облачность и небольшой северо-западный ветер. И холоднее всего сегодня в Якутске, в городе минус 22. Ветер слабый, юго-западный 1 метр в секунду. Солнечно, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на Якутии-24.